В эфире «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Итоги деятельности за прошлый год подводит предприятие с государственным участием. Какие результаты показывают те или иные предприятия, где главным акционером является республика в лице Минимущества? Поговорим об этом с заместителем министра имущественных и земельных отношений республики Екатериной Мироновой. Екатерина Константиновна, здравствуйте. Ну что ж, сколько в республике насчитывается компаний с государственным участием и как осуществляется управление акционерными обществами? Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В нашей республике в общей сложности насчитывается 56 акционерных обществ с долей участия республики в уставном капитале. То есть республика является владельцем этих акций. А наше министерство, Министерство имущественных и земельных отношений, оно является представителем акционера и осуществляет права акционера в данных обществах, компаниях. При этом я не зря говорю, что республика является владельцем этих акций. У нас в республике есть министерства, ведомства, которые курируют какие-то отрасли, да? И, соответственно, за ними закрепляются и компании, акционерные общества по той или иной отрасли. А также вот эти министерства, они могут осуществлять контроль ведомственный, да, через балансовые комиссии, или у них есть все-таки свои рычаги, чтобы наблюдать, как компания ведет свою хозяйственную деятельность и осуществляет контроль, как я сказала. Помимо этого, у каждой компании есть совет директоров, либо наблюдательный совет, в который обязательно включаются представители отраслевых министерств, ведомств, есть представитель Минимущества, представители Минфина, Минэкономики, это тоже обязательно. Ну и, конечно же, большую часть хозяйственных вопросов, деятельности ведет и отвечает за это исполнительный орган, то есть генеральный директор компании. Да. А могут ли в ваш совет войти люди из общественности? С 2021 года мы ввели в обязательном порядке, чтобы в совет директоров входили и профессиональные поверенные, и независимые директоры. То есть не обязательно государственные служащие или лица, замещающие государственные должности, должны сидеть в этих советах. В этих советах должны быть и независимые директоры, и профповеренные. Повторяюсь, потому что эти люди, они обладают высокой компетенцией в сфере финансов, допустим, корпоративного управления, стратегического развития, бережливого производства. Да? И людям, конечно же, негосударственным служащим, возможно, взгляд не замыленный, они могут какие-то советы хорошие давать по развитию компании. Хочу сказать еще, что, кроме того, мы с прошлого года попробовали работать с диаспорами, то есть это люди, живущие где-то за пределами республики, да, работающие в крупных компаниях, корпорациях, чтобы, возможно, они заинтересуются и поучаствуют, и войдут в наши компании, и дадут дельные советы какие-то, может быть, передовые какие-то видения у них, возможно. Да? Посмотрим, что из этого выйдет, но мы стараемся привлечь. Каждый раз анонсируем это все и на сайте Минимущества, что набираем, открыт отбор в профповеренные, независимые директоры. Если вы имеете такие компетенции, почему бы и нет? А министерство как-то контролирует деятельность совета директоров и как обеспечивается контракт акционеров? У нас есть, механизмы контролировать деятельность органов управления. Как я уже сказала, в большинстве советов директоров есть и представители Минимущества. Кроме того, мы каждый год обеспечиваем проведение оценки качества корпоративного управления. Да? У нас введена единая система оценки органов управления. Наши члены совета директоров имеют возможность оценить уровень корпоративного управления. Также мы разрабатываем корпоративный портал. Это вообще очень интересная тема. Мы как-то с коллегами
ну, в 2022 году сидим и думаем, вот как-то вот эта вот переписка, да, она немножко напрягает между акционерными обществом, министерствами, членами совета директоров. Все это происходит как-то на бумаге, и мы ждем мнения министерств, мы ждем мнения совета директоров, мы ждем то, все. И вот это вот немножко нас напрягало, и мы решили посмотреть, есть ли какие-то такие продукты, да, что можно было вот все это делать как-то электронно, или какие-то, ну, возможно, какие-то сайты и так далее смотрели и ничего не нашли. Значит, мы, проанализировав то, что нам бы хотелось бы иметь, да, по корпоративному управлению, решили разработать свою корпоративную площадку. Вот. На сегодня мы уже, значит, получается, второй этап закончили. В разработке третий этап этой площадки. Он проходит сертифицирование, да, и вот когда пройдет определенное сертифицирование, мы уже будем внедрять. Ну, по идее, там уже первый этап прошел, все данные акционерных обществ, они уже есть на этой площадке. Это очень интересный будет продукт. Вы понимаете, корпоративное управление – это не только общество и МИЗО, да? Это есть и, как я еще раз говорила, отраслевые министерства, они ведут контроль, они вообще ответственны за те или иные отрасли, да? И у каждого будет своя роль в данной площадке. Также и независимые директоры, и профповеренные, все будем работать в этой корпоративной площадке, у каждого будет свой доступ, мы будем проводить на этой площадке советы директоров, наблюдательные советы, то есть нам не нужно будет искать где-то на бумажных носителях или в электронном документообороте в нашем ИСЭДе, кто когда что написал, все будет на этой площадке, да? Ну, как бы мы очень на нее надеемся и думаю, что с нового корпоративного года, возможно, мы эту площадку уже внедрим. Вот. А также мы провели форум недавно совершенно, в апреле провели большой корпоративный форум, куда пригласили очень именитых лекторов с Российского института директоров. К нам приехали наши коллеги из Алроса, да, и поделились своими компетенциями, рассказали очень... Вообще форум получился очень интересный. Я думаю, что итоги очень хорошие, мы довольны результатами форума и довольны вовлеченностью компаний. Вот. Это все очень интересно, и для компаний вот, от и до, значит, участвовали все. Не было такого, что кому-то неинтересно или что. Это... Мы считаем, что это очень... У нас мероприятие получилось. И думаю, что надо проводить такие форумы, ну, как бы с какой-то регулярностью. Ну, будем стараться. Ну, а каковы же все-таки итоги этого форума и вектор развития на сегодня? Да, мы рассмотрели там лучшие какие-то компетенции, да, вот, лучшие практики корпоративного управления. Мы увидели скорее свой вектор развития, да, куда нам надо двигаться, чтобы улучшить наше корпоративное управление в республике. А по итогам решили создать сообщество корпоративных секретарей. Ведь это очень узкая такая специальность, очень нужная, важная. Да? Мы все время доводим до генеральных директоров важность корпоративного секретаря, но они, к сожалению, нет такого, что они где-то могут друг с другом пообщаться. Вообще в России есть такое общество корпоративных секретарей, мы об этом тоже рассказали нашим компаниям. Но мы решили создать свое сообщество, чтобы корпоративные секретари могли делиться своими опытом, может быть, где-то что-то спросить и так далее. Ведь иногда корпоративные секретари, да, не знают, где и как, что нового сейчас в корпоративном управлении. А там они будут общаться. Ну вот как бы по итогам мы так решили. Мы движемся туда. Ну вот сейчас проводятся такие акционерные общества, собрания итоговые, да, годовые. Какие там вот вопросы обсуждаются? Да, вот сейчас как раз идет кампания годовых общих собраний акционеров. Так, по федеральному закону годовые общие собрания акционеров, они должны завершиться 30 июня.
Соответственно, наша республика не исключение, и мы от своих компаний тоже требуем, чтобы все годовые общие собрания акционеров закончились к этой дате. Вот. На данных общих собраниях акционеров мы будем избирать составы директоров на новый корпоративный год 24-25. Мы будем рассматривать итоги, как прожили компании год. И при положительном раскладе, как говорится, мы будем уже говорить об дивидендах, которые они могут перечислить в бюджет республики. Насколько эффективно государственное участие и в управлении компанией, как отражается это на жизни обычных людей? Ну, когда мы говорим об акционерных обществах, да, конечно же, акционерные общества, они должны ориентироваться, чтобы получать прибыль, да? Но здесь это в узком понимании, да, вот я всегда говорю, что вот, что касается нашей республики, то тут это не во главу, как говорится, да, потому что мы, прежде всего, цель государства, чтобы у нас была стабильность, социальная стабильность, экономическая стабильность, чтобы люди могли быть уверены в завтрашнем дне. Поэтому как бы я никак не говорю, что прибыль она нужна, но прежде всего это устойчивость и безопасность населения. Вот, например, мы должны, я думаю, обязательно иметь акции в таких компаниях, как авиакомпания «Якутия», полярные авиалинии, потому что мы прежде всего думаем о жителях нашей республики, потому что у нас республика разбросана так вот широко, у нас большие территории, люди должны летать, поэтому здесь тоже не важно, во главе в первую очередь стоит, мы думаем о жителях республики, точно так же, как о продовольственной политике, да? Обязательно должны быть акции у государства в вот таких компаниях, как хлебокомбинат или вот Якутопторг, там, либо, ну, я тут тоже укажу и забыла указать в отрасли транспорта и железные дороги Якутии, конечно же. Вот. Да. Так. Спасибо большое, что уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.